национальный праздник в Алекминском районе планируют отменить. Партия реанимобилей. Республика получила 3 машины скорой помощи. Ожидается еще поставка. День защиты детей. Как отпраздновать, не подвергая опасности детей. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За минувшие сутки в республике выявили 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, 95 новых случаев выявлено в Якутске, 8 в Алданском, 3 в Хангаласском, 2 в Мирнинском, по 1 в Нерюнгринском, Татинском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском районах. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. Первые случаи инфекции COVID-19 зафиксировали в Алекминском районе. Глава региона дал поручение об отмене Сеха Аланхо, который должен был пройти в районе. До конца недели это решение будет принято, сообщил Айсен Николаев. Я дал поручение оперативного штаба в адрес правительства республики подготовить предложение по отмене Сеха Аланхо, который должен был проводиться 21 числа в полном объеме. Сейчас готовится это решение, и до конца недели по согласованию с районом оно будет принято, потому что подвергать же опасности жизни и здоровья жителей района в условиях, когда коронавирусная инфекция только начинает распространение в районе, тем более может быть достаточно широкий круг контактных лиц, мы никак не можем. Новые случаи коронавируса обнаружили в Покровске. Местная жительница была контактным лицом ранее заболевшего. Также положительный результат на COVID-19 зарегистрирован у 2 детей из поселка Максаголох. При этом они не являются родственниками. Каждый подхватил инфекцию при различных обстоятельствах. Помимо этого, диагноз подтвердился у 3 членов семьи села Актемцы, среди которых пожилая женщина 89 лет. Известно, что накануне все 3 выезжали в город Якутск и к родственнице и заразились от нее. Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение поселка Максаголох. В нашем районе вновь отмечается рост заболевших. За 3 суток 6 человек. Причем изо дня в день цифра растет. В пятницу был 1 случай, в субботу 2, и это были малолетние дети. В воскресенье уже заболела семья из 3 человек. Большинство случаев прослеживается след из Якутска. Люди продолжают ездить в город Якутск. Там заражаются, приезжают обратно в район и подвергают опасности близких. Мы не победим вирус, если не будем ответственны. Ответственны за свое здоровье, за здоровье родных и близких, и за здоровье друзей и коллег, соседей, односельчан и горожан. Сейчас состояние 3 пожилых жительниц района, получающих лечение в инфекционном отделении в поселке Максаголох, вызывает опасения. У 2 из них характеризуются как средней тяжести. 3, у которой помимо коронавируса еще и двусторонняя пневмония, находится в тяжелом состоянии. По словам главы региона, индекс самоизоляции в эти выходные в Якутске был выше, чем в среднем по России. Был даже одним из лучших по стране. Но уже на 14 часов 30 минут он составляет 1,4. Первая партия реанимобилей, приобретенных на федеральные средства, поступила в Якутию. Республика получила 3 машины, ожидается поставка еще 8. Они повысят качество и доступность медобслуживания жителей республики. Автомобили распределятся между 3 районами – Вилюйским, Ленским и Мирнинским. Напомним, 11 автомобилей закуплены для республики в рамках распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина. Сейчас новое авто проходит необходимую регистрацию и оформление и в самое ближайшее время отправятся в районы республики. Распоряжением правительства Российской Федерации 1066-Р этого года нам распределены 11 машин, и первые 3 машины мы сегодня получили. Эти 3 машины на базе ГАЗ будут переданы, УАЗ, то есть переданы 3 районам – Мирнинскому, Ленскому и Вилюйскому району. Это машины класса С, реанимобили, полностью оснащены оборудованием.
на сегодняшний день все машины таким образом поступают. Именно этой марки мы получаем первый раз, которые вот представлены, но они предназначены для районов, они более проходимые. На базе УАЗ, как я сказала, у нас в городе Якутске, например, бегают на базе газа. Житель Якутска Сергей Кривошапкин снял в Тулагино-Кильдянском наследии видео, на котором видно, что на стволах и ветках деревьев сидят огромные гусеницы. Минэкологии Якутии проверяют информацию о нашествии по предварительным данным сибирского шелкопряда. Первую смену 14-й фабрики Айхальского комбината признали лучшей по итогам трудовых соревнований прошлого года. Специалисты отработали без нарушений и простоев и получили прибавку к зарплате. Альбина Шарафединова продолжит. Перчатки, каска и наушники. Без них на производстве никак. К средствам защиты Виктор Терентьев настолько привык, что без них чувствует себя некомфортно. В цехе обогащения мужчина контролирует участок, где применяют метод сепарации. Подает воду на вибропитатель. В профессии 20 лет. Ремонты производим. Это у нас оборудование. Грохота, сепараторы, конвейера, насосы. То есть везде мы, соответственно, принимаем участие в ремонтах, чтобы быстрее ввести в эксплуатацию и запустить оборудование, чтобы меньше, опять же, было простоев. За работой трубопроводов и насосов на участке обогащения следит Виктор Сопин. Под его контролем 20 насосных установок. Раньше регулировали давление вручную. Сейчас за них это делает машина. Это облегчает работу, признается машинист. Виктор по итогам прошлого года в своей сфере стал лучшим. Неплохая прибавка к заработной плате. Около 19 тысяч. Я считаю, это очень хорошо. Надо стараться занимать первое место. На 14-й обогатительной фабрике 4 технологические смены. В каждой трудится около 40 человек. Лучшую выбирали по 25 показателям. Начиная с приемки руды, от времени задержки, разгрузки самосвалов до качественных показателей, таких как извлечение, производительность фабрики, производительность труда в том числе. Первую смену 14-й фабрики Айхальского комбината признали лучшей по итогам трудовых соревнований прошлого года. Работают без нарушений не ради поощрений. Безопасный труд и бесперебойная работа фабрики – главное для сотрудников. Альбина Шарафединова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Единовременные выплаты семьи Якутии начнут получать с сегодняшнего дня. Как отметили в пенсионном фонде, первую материальную помощь получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно. Если заявление направлено в период с 23 по 25 мая, то средства перечисляют до 2 июня. При этом 8-дневный срок получения выплаты является предельным и в отдельных случаях может быть уменьшен. Речь идет о выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Большинство семей обратились за выплаты через портал госуслуг и могут узнать статус заявления в личном кабинете. Если заявление подано лично в пенсионный фонд, уточнить этап рассмотрения можно по телефону. В республике поступило 78 тысяч заявок. Для получения этих средств подать заявление необходимо до 1 октября. К слову, это не единственная мера поддержки семей с детьми. В первую очередь с апреля мы начали выплату семьям, которые имеют право на материнский семейный капитал и детей в возрасте до 3 лет. На каждого ребенка по 5 тысяч рублей в течение 3 месяцев с апреля по июнь месяц. Заявление на обе выплаты, как и по 5, так и по 10 тысяч рублей, родители, опекуны могут написать до 1 октября 2020 года. Дистанционная учеба в школе плавно перетекла в дистанционный лагерь. С сегодняшнего дня стартовали летние школы в онлайн-режиме. В этом году в республике должен был открыться 651 детский лагерь. Большинство из них будут работать в дистанционном формате. Стационарные лагеря отдыха откроются только в благополучных по эпидситуации населенных пунктах. Основную нагрузку по организации летнего досуга детей взяли на себя крупные республиканские учреждения, такие как Малая академия наук, региональный центр «Юные якутяне» и центр отдыха и оздоровления «Сосновый Бор». В первую онлайн-смену, которая продлится 10 дней, уже записалось 500 школьников из 20 улусов республики.
Образование в центре от Есть очень увлекательный курс по выживанию в лесу. Он называется «Солджут». Есть такие курсы на развитие личностных качеств, как «Познай себя», «Мир психологии». Программы у нас, они все сертифицированы на всероссийском уровне. Они имеют достаточно высокую степень качества. Сейчас в условиях пандемии мы все это перестроили на онлайн-занятия, значит, чтобы провести, чтобы дети не чувствовали себя практически одинокими, и поэтому практическая часть, она, значит, заранее, значит, ну, будет как идти в прямом эфире. Если кто не успел, он может это все просмотреть и на YouTube-канале. День защиты детей в Нерюнгри, как и везде, проходит в онлайн-режиме. Какие подготовлены мероприятия к этому празднику, расскажет Александра Цыбикова. Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии проводит фестиваль «Детское лето яркого цвета». Для участия в нем желающие отправляют видеоролики по 2 номинациям. Номинация – это уши, лапы, хвост, в шутку и всерьез. Номинация уже и сейчас у нас пользуется огромной популярностью. Поступило очень много роликов, фотографий с интересными такими короткими рассказами про своих питомцев. Планируем проводить фестиваль с 1 июня по 5 июня. Итоги будем подводить 8 июня. Вторая номинация «Детство – это ты и я», где дети и их родители отправляют фото и видеоролики с исполнением песен советских композиторов. К сожалению, день рождения только раз в году. Кульминацией праздника стал онлайн-концерт, подготовленный Центром культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина. Как проходила подготовка, мы узнали у главного режиссера. Достаточно интересно, я бы сказала, готовился концерт. Несмотря на самоизоляцию, нам очень хотелось сделать для наших ребят, всех нерюнгринцев, какой-нибудь небольшой сюрприз. Очень замечательно, что все руководители откликнулись, представили себя детьми, встали в их образ, примерили определенные костюмы, маски, поиграли, потанцевали, порепетировали, скажем так. Спасибо огромное родителям, которые не отказали в участии в этом концерте, бабушкам и дедушкам, которые тоже помогали. Ну и, конечно, большая часть данного концерта – это архивные записи. Также с 25 мая в Нерюнгринской городской библиотеке проходит онлайн-конкурс рисунков «Мы рисуем мир» и онлайн-конкурс стихов «Лето, солнце, книга, я». Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Не переключайтесь, впереди еще много всего интересного.